я стала экологистом, человек, который придерживается осознанного потребления, экологичного образа жизни. Потом я решила, что недостаточно просто самой что-то делать, недостаточно просто говорить об этом в интернете, надо делать какие-то активности, привлекать большое количество людей, чтобы люди наглядно могли что-то попробовать, понять, что это там несложно или это полезно. Так родился экоактивизм. А вообще ко всему этому я пришла через призму жалости к животным, потому что я как-то увидела в ИМО, у нас тогда шел эко-челлендж, Топман эко-челлендж, я всегда говорю, это те люди, которые зародили первые эко-блогеры. Вот, и я увидела, как там птицы, черепашки поедают пластиковые пакеты, задыхаются, потому что они не переварили это и умирают. И я поняла, что происходит какой-то апокалипсис, к которому я причастна, и я должна что-то с этим срочно сделать. Когда я начала делиться этим с друзьями, с семьей, с коллегами, я поняла, что об этом не говорят, об этом мало знают. Я решила, что срочно надо заводить блог. И так пришла к экоблогерству. Но после того, как я стала больше углубляться в тему, я, конечно, поняла, что это не только про животных, это вообще-то про спасение человека, это все касается каждого из нас. И так все и получилось. Я стала и экоактивистом, и экологистом, и экоблогером, и даже экопредпринимателем. В общем, заниматься экологией было всегда интересно. То есть я не могу сказать, что у меня были периоды, когда я действительно об экологии не задумывалась, потому что ты выходишь на улицу, и ты немножко уже видишь другой окружающий мир, и, соответственно, пытаешься понять, как с ним взаимодействовать, как ему помочь. Тем более, когда у всех были огороды, то есть можно было как-то покопаться, то есть ближе к природе и так далее. Соответственно, даже когда я выбрала другую профессию изначально, потому что у меня основная профессия антропология, у меня где-то, все равно сидела такая мысль, что все-таки я когда-нибудь я буду заниматься экологией. И получилось так, что в 2016 году у меня где-то начало получаться, это моя вторая мечта, скажем так. И я начала потихоньку заходить в проекты, то есть работать в этих проектах, которые, как я говорила, занимались пастбищными ресурсами, то есть это именно распределением пастбищных ресурсов, законодательство по пастбищам Туркменистана. То есть очень много было таких очень интересных вопросов, которые включали в себя целый спектр. Это и деградация земельных ресурсов, это уменьшение пастбищных вообще территорий, это у нас, например, перевыпуск какой-то скота, соответственно, домашний скот, как с ним взаимодействовать и так далее. И как это все укрепить в законодательной базе, то есть чтобы люди себя чувствовали очень хорошо. Поэтому, имея такой интересный опыт, начала двигаться дальше в экологии и уже начала задумываться о том, что есть очень много различных направлений. У вас, когда вы заходите в экологию, у вас есть, соответственно, водные ресурсы, у вас есть биоразнообразие, у вас есть деградация земель, у вас есть изменение климата. И вы задумываетесь, как много интересных направлений, а что же мне выбрать? То есть мне все нравится, но что же выбрать одно? И, соответственно, я для себя просто думала, как лучше, что в этих всех проблемах является ключом для решения этих проблем. И я так посидела, подумала и поняла, что это водные ресурсы. Если у вас есть водные ресурсы, у вас с пастбищем все прекрасно, животные все сыты, у вас все прекрасно произрастает, биоразнообразие просто чудеснейшим образом себя чувствует, и, соответственно, у вас климатические изменения, тоже сдержанно происходят, потому что водный цикл не нарушен. Если у вас что-то случается с водными ресурсами, у вас рушится вся система. Поэтому я для себя определила, что водные ресурсы это, скорее всего, будут мое основное направление деятельности. И начала двигаться в этом направлении дальше. Да, как я сказала, многие ошибочно думают, что люди такие, как я, экоактивисты, экологисты, неважно, все, кто призывает к спасению планеты, мы на самом деле не планету спасаем. То есть мы все прекрасно знаем, что планета Земля – это единственная планета, пригодная для жизни человека. Здесь вода, воздух, еда. Здесь все для того, чтобы мы могли жить комфортно. Но в какой-то момент нас стало очень много, и даже не сколько много, сколько мы стали очень много потреблять. И на сегодняшний день мы живем в долгу у планеты. Если мы не остановимся, мы перепотребим больше, чем планета нам может дать, и мы столкнемся с тем, что мы останемся без средств к существованию. То есть все это касается человека. И поэтому главная цель экоактивистов – это разбудить, наверное, людей в первую очередь, придать этой теме больше огласки и донести до каждого, что это про каждого. Это про нас сегодня, это про наше будущее поколение следующего поколения. То есть цель, она такая: спасти человека и донести как можно больше информации об этом. В общем, цель
моя больше, то есть я все-таки занимаюсь больше просветительской деятельностью, как я себя вижу. Мне бы хотелось, конечно, быть более активной, как я вижу, то есть у нас люди есть очень активные, когда они там защищают кого-то или высаживают, или еще что-нибудь делают. Очень бы хотелось к ним присоединиться, но я пока вижу в себе потенциал именно рассказывать людям об этом, показывать, в чем заключается проблема и так далее. Очень интересный пример хотелось бы в своей практике привести. То есть мы с подругой, так получилось, что я с центральноазиатскими ребятами нахожусь в очень тесном, хорошем контакте. Мы вместе учились на магистерской степени, у нас были ребята со всех республик Центральной Азии. И мы тогда задумались, так много интересных знаний формируется за пределами нашего региона по экологии, которые нам могут помочь, которые нам могут пригодиться, вот, которые позволят нам посмотреть на эту проблему с другой стороны, особенно управление этими ресурсами, правильное управление. И, соответственно, мы с подругой, с моей из Казахстана, задумались о том, как мы можем эти знания, которые мы получили за границей, привнести обратно в регион, потому что в регионе очень знания немножко варятся в одном котле, хотелось бы вот свежего воздуха чуть-чуть. И, соответственно, создали свою платформу Water Cafe. И в Water Cafe мы сначала делились теми работами, которые мы в университете делали. То есть, если нам какой-то проект задавали, там, посмотрите на доноров в Центральной Азии по любым ресурсам, там, водным ресурсам. И мы делали эту презентацию и делились с другими. То есть мы сделали эту группу открытой для ребят, для всех в Центральной Азии. И так потихоньку мы уже закончили свою мастерскую, мы уже выпустились. А вот этот запал, он все еще идет. То есть мы стараемся делиться новыми какими-то знаниями, которые я параллельно просто читаю в интернете, нахожу интересные статьи, интересные подходы. Вот. И также у нас получается, что мы делимся очень классными мероприятиями, и ребятам даем хоть немножко надежды, что они могут тоже вот так вот выезжать, что они могут и также делиться. То есть мы стараемся пропагандировать больше обмен знаниями. Вот это вот мы считаем очень важным элементом в нашем регионе. Лично я, помимо того, что веду блог, потому что сейчас молодежь в основном, это в первую очередь коснется их поколения, они потребляют контент, потребляют информацию сквозь социальные сети, и я решила вести блог. Там я рассказываю, во-первых, на личном примере, что могу сделать, рассказываю, какие проблемы и какие решения, показываю, что на самом деле вообще не сложно. Вот. Естественно, мероприятия какие-то, лекции, выступаю как спикер. Ну и стараюсь каждый раз личным примером показать, что вот там пришел, что-то купил, пакет не обязательно брать. На самом деле плитка шоколадки в руках поместится. Все такие маленькие действия, которые имеют большие последствия. Вот так. Consumption and production. Ох, хороший вопрос. То есть я понимаю, что оно все идет рука об руку. То есть этот вопрос, потребительская часть именно, и сколько мы потребляем, и сколько мы можем производить, оно всегда должно уравниваться. То есть здесь нам нужно и потребительскую часть немножко сократить. Но видите как? Это очень интересный вопрос, потому что все-таки глобальный мир и глобальные государства, они все выступают за то, чтобы население в государствах росло, прибавлялось, оно было здоровым, оно долго жило. Это потрясающая, замечательная перспектива для всех государств. Вот. Но это, конечно, приводит в первую очередь к перенаселению. И когда все время я вижу презентации по климату, перенаселение, оно выходит как проблема. То есть это в принципе, это достижение, когда у тебя хорошо прирастает население. И очень обидно, когда это становится проблемой. Потому что действительно наши ресурсы, по крайней мере в том виде, как мы их потребляем сейчас, они ограничены. То есть, скорее всего, вероятнее, что в будущем мы научимся как-то по-другому немножко перерабатывать ресурсы. Может быть, у нас будет немножко по-другому формироваться и потребительская корзина. То есть мы перестанем, например, мясо выращивать, и это будет только животноводство. Мы вполне вероятно будем выращивать его в лабораториях в любых количествах. То есть мы немножко поменяем всю структуру своей пищевой цепочки. Но это будет в будущем, к этому мы стремимся, но пока еще мы не там. А население растет. Соответственно, consumption, то есть это вот потребление, оно растет. А вот у нас всегда недостаток идет именно самих ресурсов. То есть то, что Земля нам может предложить. У меня есть некоторые презентации, где я ребятам начинаю рассказывать с такого интересного дня. Называется на английском Overshoot Day. Это день, когда мы превысили наши вообще возможности Земли. И у нас так получается, что с теми, как сказать правильно, с тем рейтингом потребления, который у нас сейчас есть,
мы превысили уже на 1,5 земли. То есть получается так, что мы не только свою землю потребляем в год, но мы еще к ней половиночку потребляем. И это очень больно ударяет по всем государствам. То есть в этой связи у нас есть страны, где действительно мы наблюдаем голод. То есть, ну, не будем говорить континенты, но есть такие. И, соответственно, то есть, есть организации, которые стараются перераспределять вот эти ресурсы, чтобы всем всего хватало. То есть, да, очень интересный, многоступенчатый вопрос, на который просто так не ответишь. То есть надо было и так вдумываясь, каждый раз, да, объяснить. Однозначно это будет не вот так. Я сама прошла долгий путь до того, когда я пришла к тому, что у меня в мусорке практически нет мусора, потому что все либо перерабатывать, либо я его не создаю. Это привычки, и опять же здесь нам поможет государственный сектор, здесь нам поможет бизнес, который начнет предлагать нам альтернативы, который будет доносить до нас, почему это там удобно. На самом деле рациональное потребление это еще очень экономично. Многие не задумываются, что на самом деле если ты купил одну качественную вещь, или, например, электронику, если ты купил стиральную машинку, которая работает 10 лет, ты же экономишь, чем ты купил стиральную машинку, которая работает 2 года. А если ты купил ту, которая 10 лет, так еще и починить можно. То есть это будет не в один шаг, это будет не в один год, поэтому они продумали такой долгий стратегический план. И сейчас уже идут разговоры о том, что в 2030-м мы не достигнем этих целей, кому-то отодвигают эти возможности до 2050-го, но я думаю, что не нужно и паниковать, но и при этом и не нужно так, типа, на мой век хватит, а там как-нибудь. То есть можно начать сейчас и уже что-то делать, однозначно измениться можно. Это работает и на деле, и на маленьком уровне, как бы, и на высоком. На высоком уже ни для кого не секрет, и факт того, что вы даже стали освещать эту тему, говорит о том, что со всех уголков в мире сейчас говорят об этой проблеме. О том, что мы делаем, это работает на примере людей, которые уже стали осознанно потреблять. То есть тут же главное не отказаться от всего конкретно, а просто задумываться. Кто-то после того, как познакомился со мной, или послушал лекцию, или посмотрел что-то в блоге, или просто познакомился, не взял пакет на кассе. Кто-то пересмотрел свое отношение к секонд-хенду, стал покупать вещи в Бу. Кто-то стал практиковать отказ от мяса раз в неделю. Эти маленькие действия. Яркий пример того, вот мы были с вами на зеленых играх, вы видели, что они просили принести свои кружки. Если вы видели, вся команда, которая сидела со мной, мы все пришли со своими стаканчиками. Если еще 2 года назад кто-то побоялся бы элементарно предложить такую идею, потому что люди не готовы, ой, да нет, кто принесет. Я провела 2 эко-фестиваля, на котором не было одноразовой посуды. Люди не пришли со своими, но я организовала кейтеринг, при котором им давали многоразовую посуду. И мы доказали, что это возможно, и сейчас эта практика идет, то есть как бы эффект есть, но, возможно, он не такой наглядный, но на самом деле есть. Такой вопрос. Нет, мне все-таки, я выступаю за то, что каждый человек, он должен понимать, что он делает. Он должен нести ответственность за любые свои действия, особенно за использование ресурсов. Мы должны нести ответственность за то, как мы пользуемся водой, насколько мы ее открываем, какие машинки мы используем, чтобы, меньше воды потреблялось, но больше посуда мылась или одежда стиралась. Мы должны следить за тем, сколько газа мы используем. То есть это нормально. Это не какая-то сверхъестественная технология, она есть в любимых европейских странах, я имею в виду в тех странах, которых мы называем развитыми. Это давно уже привито. Просто я понимаю, что мы уже наблюдаем где-то, наверное, 3-е поколение людей, которые уже там неосознанно все это делают. Выключают вовремя воду, выключают везде свет. Поэтому нам кажется, что они очень благовоспитанные и приятные люди, они все это, у них это в крови. Нет, их также потихоньку тренировали, они также приходили к этому пониманию, к осознаванию. Просто я хочу сказать, что пока мы говорим о каждом из нас как просто о человеке, я закрою кран и как будто в даре воды больше станет. Я хочу сказать, что за нами, за каждым из нас стоят определенные другие люди. Семья или какой-то бизнес. И если вы больше приверженность, например, экологичного образа жизни, то, соответственно, вы и своему бизнесу это будете прививать. Если у вас, например, будет какая-то точка, которая имеется в виду ресторан или кафе, то вы попробуйте уже там не пластик использовать повсеместно, а где-то предложить что-то уникальное. То есть какие-то восковые салфетки для того, чтобы бутерброд обернуть. Или будете, например, делать скидку тем людям, которые приходят со своим стаканчиком брать кофе. То есть вы попробуйте какие-то вот эти практики свои собственные.
переложить на людей, попробовать эту технологию на них, и, возможно, это зайдет. И тогда у вас уже будет больше последователей. Понимаете? Поэтому говорить о том, что от нас вот одного единственного ничего не зависит, я не могу сказать. Мне кажется, все-таки оно есть так. Оно зависит. Также вот буквально недавно видела, как один магазин. Я открыла магазин без пакетов. Это на самом деле первый революционный магазин, можно так сказать, Zero Waste, где пакеты платные. Я предлагаю людям приобрести вещи и не платить за пакет, я делаю за это скидки. Я буквально недавно увидела, как такой же магазин. Они не согласились на отказ от пакета, но они сделали его без лога. Таким образом, когда вы продаете товар в пакете без лога, вы даете шанс 90%, что его будут использовать повторно. Когда вы продали пакет с лого, естественно, он не всегда уместен. И большая вероятность, что он просто так пролежит, либо его выбросит. Ну, в лучшем случае переработка. Поэтому действие однозначно есть. Маленькими шажочками все окружение меняется. Смотрите, на государственном уровне однозначно должны быть действия. Почему? Потому что пока государство не обратит внимание на проблему, люди не будут, ну не то, что не будут, найдутся осознанные, но им будет очень сложно достигать своих целей. Это история про пакеты, например. Когда мне все пишут, надо запретить бесплатные пакеты. Если их запрещать, это должен делать не магазин. Любой магазин, который скажет, у меня нет бесплатных пакетов, он обречен на провал. Если это будет инициатива поддержка с государства, где будут говорить, что пакеты платные, но объяснят почему, это будет совсем по-другому. Поэтому государства делают. Все мы знаем цели устойчивого развития, которые были приняты Организацией Объединенных Наций. И к 2030 году страны договорились о том, что они сократят свои выбросы, которые, собственно, приводит к тому апокалипсису, который нас ждет, это изменение климата и нагрев планеты. Вот. Но многие не понимают, что действие каждого важно. Почему? Вначале я говорила, что проблема – это перепотребление. Нас стало очень много на планете. Сейчас более 8 миллиардов человек. И по данным ООН рост будет продолжаться, что очень здорово. Но мы слишком много хотим, каждый день мы потребляем неважно что, все это природный ресурс. И если мы начнем, образно говоря, я как потребитель не покупаю тот же пластик, который вы сказали. Вы не покупаете, еще кто-то не покупает большое количество людей. Я производитель пластика. Я смотрю, у меня падают продажи. Что я делаю? Я начинаю снижать, slow down, меньше производить. Когда я произвожу меньше, во-первых, я потребляю тоже как производитель меньше. Я же ресурсы тоже откуда-то беру. Я не трачу энергию. Я не делаю никаких выхлопов, потому что я не топлю, я не сжигаю топливо, и мне не нужно производить. То есть все последовательно. Ресурсы не берутся из воздуха, и в воздухе они не испаряются. Если мы сократили пластик при потреблении, мы сократили как минимум его добычу. Все, что связано с тем, чтобы этот пластик стал нашим пластиком в наших руках, это пакет, он же пакетом не приходит на планету. Мы также сократили и другой импакт, который это мусор. Он тоже никуда не испаряется, он где-то просто копится. И чтобы с ним что-то порешать, мы тоже используем топливо, сжигаем его, делаем выбросы, ну, плюс еще свалки, там, это газ. То есть действие каждого однозначно важно. И я последнюю презентацию, которую видела именно по достижению цели к 2030 году, там было так, что мы должны там на альтернативные источники энергии перейти, мы должны в сельском хозяйстве потреблять меньше мяса. Очень много различных. Мы должны научиться улавливать выбросы углерода и что-то с ними делать. 5% там было на людей. 5% в общей массе – это огромный вклад. 5% – это наши с вами личные действия. Поэтому вот эта пропаганда экологичного образа жизни, пропаганда в хорошем смысле слова, она однозначно нужна, и она однозначно имеет действие. Вот возникла тоже недавно, она, кажется, была озвучена на климатической конференции, но, может быть, я ошибаюсь, возможно, и на водной конференции. Например, идея о том, как нужно убирать пластик вообще в океанах, то есть чтобы тоже немножко освободить океан от того ужасного количества пластика, потому что нас обвиняют в том, что у нас уже там 7-й континент, в принципе, сформировался из пластика, то есть там уже, в принципе, можно почти начинать жить. Вот. И, соответственно, это надо удалять из океана, чтобы оно перестало там деградировать и превращаться в микропластик. Ну, так что вот есть такие встречи. Давайте я еще немножко расскажу. Получается, эти встречи, они, во-первых, происходят на высоком политическом уровне. То есть там выступают президенты стран, там выступают, соответственно, другие правительства, представители правительств.
инициативные группы, для всех для них есть свои специально отведенные места для выступления и так далее. Но я хочу сказать, что там еще есть очень активная роль молодежи. Вот. И молодежь у нас, например, молодежь Туркменистана, у нас уже 3-й год подряд мы стараемся подготовить такое молодежное заявление от Туркменистана. И это мы делаем вместе с нашими инициативными группами ребят, которые экологи, вот, которые хотят что-то очень хорошее сделать для страны. И в преддверии вот этого КОП, мы начали это в преддверии КОП-26 делать, но здесь такое тоже глобальное явление, как ЛКОЙ, это Local Conference of Youth, то есть это локальная Conference of Youth, конференция молодежи. Но предваряет ее именно Local Conference of Youth, то есть локальная конференция молодежи. И вот мы попытались первый раз тогда, вот, в 2021 году сделать такую конференцию молодежи Туркменистана. Мы пока собрались в Ашхабаде, первый раз попробовали, сделали заявление молодежи, отправили на конференцию. Там вроде бы его зачитали, им тоже понравилось. Вот, 2-й год мы уже сделали более расширенный формат. На 3-й год, я имею в виду в этом году, кажется, мне все-таки был 3-й, вот здесь я немножко могу забывать, все-таки взрослый уже. Вот. И хочу сказать, что у нас так получилось, что в этом году мы захотели сделать Local Conference of Youth по всему Туркменистану, потому что имеет значение каждый голос молодежи. Вот. Поэтому мы постарались, чтобы найти тоже возможность с партнерами поработать, денежки найти, чтобы наша инициативная группа экологов молодых, она могла поехать в Туркменабад, она могла поехать в Ташаус, она могла поехать в Мары, и там провести специальные такие встречи с молодежью и посмотреть, какие у них есть инициативные идеи по экологии, чтобы мы могли это все собрать вместе и сделать из этого дорожную карту. Потому что когда вы выходите просто с заявлением, что да, мы переживаем за климат, мы тоже волнуемся, мы обещаем, что мы будем стараться, ну это, как сказать, это полбеды. Самое классное, когда вы еще даете к этому возможность, к этому идеи свои набрасываете, то есть проектные предложения. Вот мы, например, для того, чтобы там больше знали люди, например, о том, как мусор рассортировать, мы организуем какие-нибудь интересные мероприятия, игры, научим людей. То есть, когда появляются вот такие элементы, уже понятно, как мы будем достигать этого результата в течение года. И поэтому мы очень надеемся, что в этом году у нас также появится возможность собрать всю молодежь. Мы очень мечтаем, чтобы к нам еще присоединилась молодежь Балкана. Мы туда собираемся вроде бы поехать. Вот, чтобы у нас вот это Local Conference of Youth, оно действительно прошло по всему Туркменистану, мы собрали максимальное количество голосов молодежи и сделали вот такую еще раз дорожную карту очень крутую. То есть это как вам сказать, это уже немножко активисты, плюс политика, плюс немножко вот молодежное движение. То есть это такое в позитивном ключе очень круто так получается. То есть стараемся. Вот. Могу еще немножко рассказать, но я думаю, про это расскажут еще другие коллеги более внимательно, что одной из идей было где-то попробовать климатическую тематику совместить с тематикой новых технологий. И поэтому получился климатон. Но я думаю, про него расскажем в следующем выпуске, да, когда мы будем разговаривать с другими представителями молодежи. У нас существует уже не один пластиковый остров в океане. Это огромное скопление пластика, которое стало пластиковым пятном, и оно вот так слепилось, и все, оно вот со дна и до верха. И ученые мира, бьются, ищут решения, как его вылавливать, что с ним дальше делать, потому что вы видели, опять же, когда мы собирали мусор, что многие пластик, он уже все, его, к сожалению, нельзя переработать, хотя считается, что он там супер прочный. Вот, этих пластиковых пятен в океане уже несколько. Одно из самых крупных, если я правильно помню, составляет по размеру площадь Франции. Вот. Ну, есть много решений, даже не сколько решений, а энтузиастов, которые пытаются решить эту проблему, но на сегодняшний день никто ее решить не может. И, к слову о том, если я правильно поняла вопрос, о том, что можно создать какой-то другой вид пластика, который будет менее... Честно говоря, я не знаю, и я думаю, что это не то направление, в котором мы должны двигаться как человечество для решения проблем. Потому что мы можем просто использовать пластик, который перерабатывается, и использовать пластик, который нужен, а не одноразовый. То есть если мы
просто изначально чуть поменьше его будем сделать, а тот, который создается, мы начнем его собирать и перерабатывать, такой проблемы не будет. Но это, опять же, к слову о государстве. Это в том числе это ответственность же и производителя. Если вы производите Кока-Колу и загрязняете мир своими бутылками, почему вы же их и не соберете? Почему государство должно решать вашу проблему? Закладывайте, собирайте, это называется РОП, расширенная ответственность производителя. Я, как магазин, сразу же внедрила практику возврата тары ко мне обратно. Во-первых, я привожу только перерабатываемые упаковки, и клиентам говорю, пожалуйста, вы закончите, отдайте мне. Я лично отдаю на переработку. Но я маленький предприниматель, я могу себе позволить. Большие, они просто обязаны это делать, потому что там масштабы другие. И потом вот эти пластиковые пятна. Начать нужно с consumption, и спрос рождает предложение. Мы даем им сигнал, что им производить. Поэтому если мы будем больше отдавать как потребители, ну, голосовать рублем, как вот русские говорят, давать им сигнал о том, что я сегодня не покупаю пластиковый пакет, я сегодня не покупаю небезопасную бытовую химию, я хочу только с натуральным биоразлагаемым составом, у них падают продажи, они быстренько перепрофилируются и начинают. Сейчас уже есть, уже в мире абсолютно идет тренд, как это лояльность покупателя, когда покупатель, он покупает не только потому, что товар хороший, он еще смотрит, занимается ли благотворительностью организация, ведет ли бизнес легально, какие условия труда у сотрудников. Вот это все, это имидж компании. И поэтому, если мы сегодня, образно говоря, отказываемся от такого производителя, который производит пластик, но не хочет его собирать, завтра мы же своим отказом его перевернем в то русло, когда он скажет, ой, что-то уже сегодня не получается бизнес так делать. Я буду. Поэтому с потребления. Сначала мы идем на потребление, потом мы идем на производство. И так как мы рождаем предложение. Стоит ли нам паниковать, да? Это очень хороший вопрос. Я его слышу не первый раз. И я его слышу не первый раз из Туркменистана, потому что в Центральной Азии происходят различные процессы. В принципе, во всем мире происходят процессы. И я хочу сказать, что никто не паникует. Я имею в виду, все стараются, да, есть люди, которые пугаются, которые думают, что если куда-то переехать, то, возможно, будет что-то где-то лучше. Но лучше всего не паниковать, потому что ситуация будет кардинально меняться везде, по всему миру, в любой стране. Поэтому надо просто посидеть и подумать, что можно сделать, как улучшить, как приспособиться, потому что мы всегда адаптировались к этим условиям. Я хочу сказать, в Туркменистане никогда не были тропические леса, и, знаете, у нас всегда были довольно сложные условия. То есть это пустыня, это, соответственно, очень жарко летом, очень холодно и ночью, и вообще зимой, холодные ветра. И все равно к таким условиям люди смогли садаптироваться. Да, условия будут немножко другие, будет больше жарких месяцев, будет меньше холодных месяцев. Мы к этому адаптируемся, то есть я практически в этом уверена. Мы адаптируем свое сельское хозяйство. Потому что я хочу сказать, что у нас есть примеры того, как страны, которые практически недополучают воды, они выращивают дыни, которые потребляют воды просто кошмарное количество. И они это делают умело, тонко, на уровне технологий, и у нас это получится. То есть я думаю, просто здесь нужно немножко подойти к этому серьезно, технологично и действительно посмотреть, что получится. Я больше, наверное, оптимист и рационал, нежели паникер. Я знаю, что иногда паника срабатывает, но считаю, что везде нужен адекватный и рациональный подход. Не стоит однозначно это откладывать, но и не стоит надеяться, что кто-то это сделает за вас. Вот. Но исходить с ума от того, что у тебя не получается быть супер экологичным, а я видела, как среди моего окружения, когда люди окунулись в это все, когда они поняли, начиная с того, какая у них бытовая химия, что у нас в крови уже есть микропластик, они начинают сходить с ума, и вот все, катастрофа. Так тоже не нужно. Холодно, взвешенно нужно подойти и посмотреть, что вы можете сделать, и начать это делать. Не обязательно быть 100% экологичным. Это просто невозможно. Мы приходим в этот мир, потребляя, и уходим, когда нас похоронили, мы все равно еще потребляем место на земле. Поэтому просто степ-бай-степ, шаг за шагом. Ах, хороший футуристичный вопрос. Нет, вообще вопрос, конечно, интересный, потому что я сама задумываюсь, думаю, наши дети, как они вообще, в каком мире мы их оставляем, то есть, действительно. То есть это вопрос, я думаю, о котором задумываются все взрослые люди, как будет дальше. Будет по-другому, это, наверное, самое главное.
вот, не так, как мы привыкли видеть этот мир, потому что и наш уже опыт, и наш, и ваших, ну, я имею в виду, нас самих и наших родителей, он отличается. То есть они жили где-то, может быть, даже тоже в какой-то другой вселенной, нежели мы сейчас. Поэтому, да, все будет по-другому. Не могу пока сказать, в какую сторону все будет плохо, то есть хорошо ли будет сильно или плохо будет очень. То есть здесь я ничего не могу сказать, но это будет другое время, другой мир. То есть, да. Нет, я не думаю, что мы оставляем их гораздо в худших условиях. Просто немножко будет по-другому. Мы должны их к этому научить приспосабливаться. Если говорить о том, например, какие профессии стоит будущему поколению выбирать, я вижу, что у нас, так скажем, наши, как правильно выразиться, Google и другие программы, они уже дают профессии будущего, которые будут так или иначе связаны с экологией. То есть эта тема станет для нас основной, и у нас появится очень много профессий, которых не существует сейчас, но которые непосредственно будут связаны так или иначе с экологией, с водой. То есть это больше, конечно, эта тема, так как она будет острее стоять перед будущим поколением, она больше войдет в наши профессиональные обязанности. То есть есть такое понимание. Очень каверзный вопрос. Я думаю, что хуже, потому что экологическая обстановка, она лучше не становится. На какой-то период, когда был карантин, действительно изменилось. Очень сильное влияние на природу произошло, но это длилось недолго. И после карантина все это ускорилось в пятикратном размере, потому что мы как с цепи сорвались, дорвались до всего. Вот. Поэтому я думаю, что ей будет... Ну, она, может быть, не столкнется с каким-то кризисом, прям вот так, чтобы не было, но, возможно, многого того, что у нас есть сейчас бесплатно или свободно, будет уже не так много. То есть будет меньше. Вот. Ну и, конечно, вот эти изменения в окружающей среде, экологической ситуации, мы каждый день на себе их не чувствуем, но они имеют накопительный эффект, и это рассказывается непосредственно о нашем здоровье. У нас начинаются какие-то проблемы, и мы не понимаем, почему. Мы каждый день едим пластик. Никто до сих пор не знает, как это отражается на нас, и как ученые, когда смогут дать ответ, уже, может быть, будет слишком поздно, он уже в нас. Это только там маленький пример, который я могу сказать, не говоря о качестве воздуха, качестве воды, качестве еды. Вопрос, где она выращивается, при каких условиях, в какой земле и много всего. То есть я бы так сказала. Но я бы сказала так, что если сейчас ты не перестанешь экономить не деньги, а ресурсы, завтра твои дети, а скорее всего правнуки, не будут иметь в своей тарелке то, что ты имеешь сегодня, они столкнутся с кризисом воды, они столкнутся с кризисом продовольствия. Это как минимум. Как максимум про там одеваться и, не знаю, путешествовать, это уже за грань фантастики для них будет. Поэтому, если тебе важно, чтобы твои дети жили в том достатке, в том комфорте, в котором ты сейчас, то ты должен что-то изменить. Я обычно так стараюсь донести эту мысль до людей. Хороший вопрос. Ну да, я, честно говоря, я тоже смотрю по тому, как видят люди-футуристы. Вообще есть такое небольшое, как бы, как сказать, непонимание, я бы назвала его, такая вера, наверное, что футуристы — это те люди, которые могут заглянуть в будущее. То есть на каком-то этапе им действительно приходит во сне какая-то ситуация, а вот если мы все живем под водой и так далее, то есть или, например, воды вообще нету, и весь мир — это просто пустыня. Ну, хочу сказать, вполне вероятно. То есть если мы продолжим усиливать парниковый эффект, а я, честно, пока не вижу, вот я это понимаю, я отслеживаю литературу, я не вижу, чтобы мы могли остановить этот парниковый эффект, который сейчас случается и движет этим изменением климата. То есть оно, в принципе, температура будет повышаться. Чего мы это добьемся? У нас растают льды. Как только растают льды, у нас начнут уходить определенные береговые линии под воду. То есть, может, это будет какой-то второй всемирный потоп, я не знаю. Вот, но однозначно вода будет прибывать. И здесь надо будет думать, как ее распределять, именно эту океаническую. То есть какие-то страны, наверное, пострадают. Где-то идут у них под воду какие-то прибрежные города.
Ну, мир будет выглядеть немножко по-другому. Возможно, Венецию мы будем навещать только под водой, не дай божечки. Она очень красивая. Вот. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо, но будет по-другому, как я сказала. Да. Вот такой футуризм. Ну, над Макс, мне кажется, не получится. Потому что у нас планета изначально, она голубая планета, понимаете? То есть имеется в виду, когда из космоса вы видите, вы не видите эти земельные участки, вы видите в основном воду. Поэтому воды у нас гораздо больше, чем Земли. Просто сколько из нее питьевой, это уже вопрос. Она вся океаническая. Но она будет подниматься. Вот, соответственно, у нас будет больше голубой планеты, как вокруг меньше территории Земли. И, возможно, действительно, водный мир – это какое-то где-то наше будущее. Такое через 300 лет. Ужас. Я точно знаю, что мы, природа и планета адаптируются к тому, что произойдет. А вот насколько мы, как человек, адаптируемся к тем изменениям, которые я не знаю. Поэтому, учитывая, что прогресс технологический каждый день растет, что проблема стоит остро у всего человечества, это не проблема какой-то отдельной страны, мы к чему-то придем и найдем какую-то золотую середину, при которой мы, как люди, останемся при своем хорошем, скажем так, полноценном качестве жизни и при этом сбалансированном существовании на планете. Я думаю, это вот лично мое мнение. Это либо мясо из пробирки, если говорить о мясе, либо сейчас они еще тоже делают такие эксперименты, этих личинок выращивают, типа как бы протеин, да, белок, но не с таким экологическим следом, как мясо. Не знаю. Доживем, увидим. Я думаю, если уж так говорить по шкале, то мы будем где-то все-таки к водному миру ближе, вот так вот. Так что да. Ну, научимся жить, опять-таки, научимся как-то существовать на водной глади или под водой. Я тут не знаю, тут у нас технологии, я думаю, пойдут шагнуть вперед. Будем думать, как осваивать новые территории, потому что я хочу сказать, мы задумываемся о том, что у нас творится на Луне, что творится на Марсе, когда мы, честно говоря, не до конца исследовали вообще свой океан. То есть есть какие-то территории, которые мы не исследовали. Я вот хочу сказать, буквально 3 дня назад, мне кажется, кто это был? Это был BBC. Я просто иногда отслеживаю их новости. У нас на территории Латинской Америки, если я правильно помню, у них есть какая-то там вулканическая гора, где-то около, скольки же метров там было? Там не 100 метров, там гораздо глубже. В общем, я хочу сказать, нашли новый вид жизни. То есть имеется в виду новые рыбки, новые какие-то коралловые рифы. Да, то есть глубина большая, на эту глубину никогда не спускались, спустились и нашли. То есть мы не до конца исследовали те территории, которые у нас находятся на Земле. Поэтому вполне вероятно, мы сумеем это все исследовать, к этому адаптироваться. И мы уже будем дальше существовать как-то, немножко по-другому, нежели сейчас. Не пугайтесь. Я не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос, но я все-таки искренне верю, что мы найдем золотую середину, мы придем к какому-то балансу, и этого всего не случится. Даже если теоретически мы дойдем до того, что мы там все исчерпали, я говорю, прогресс не стоит на месте. Каждый день новое поколение рождается, новые решения появляются, новые действия происходят, новые исследования. Мы к чему-то придем. Если мы синтезировали сегодня мясо из пробирки, значит, завтра мы найдем, как получать там воду из какого-то... Я хочу оптимистично верить. Вот, поэтому, не знаю, я просто могу сказать, что я надеюсь, что мы до этого не дойдем. Работа вообще идет интересная. То есть я сейчас, например, я имею в виду в Туркменистане, потому что я сейчас наблюдаю то, что есть поддержка. Есть поддержка молодым идеям, молодым технологиям, молодым подходам. Мне это очень отрадно, поэтому я так очень активно включилась, потому что я как приехала, я в принципе поняла, я знаю, что я получила знания, я пытаюсь их применить в работе, но я особо с ними не сильно делилась с людьми, скажем так. А тут я увидела абсолютно такие светлые глаза вокруг, которые что-то хотят действительно к лучшему изменить, и мне это понравилось. И я понимаю, что такие люди, они зажигают потом друг друга. То есть имеется в виду, что если появилось 2 таких людей, которые что-то хотят к лучшему изменить, значит, вокруг них уже будет формироваться такой хороший круг людей,
которые уже будут с проектами выходить, которые какие-то новые технологии будут придумывать, распространять. И это очень хорошо. То есть мы действительно сможем что-то изменить, и как-то немножко Туркменистан у нас будет, как сказать, очень хорошо представлен на мировой арене именно по изменению климата, по технологиям изменения климата. Молодежь должна в этом отношении, она быть как бы в первых рядах, и я вижу, что такое движение есть. Это действительно очень приятно. Поэтому я с вами тоже очень с удовольствием выхожу на контакт, потому что я понимаю, что такие ребята, они есть.